оценивают детей в школе? Как правильно выбрать специальность и можно ли без репетиторов поступить в университет? Какие проблемы есть в существующей системе образования и стоит ли вообще от нее отказаться? Об этом будем говорить с заместителем директора Сухумского дома юношества Идой Ладария. Аида Георгиевна, спасибо, что согласились ответить на вопросы. Будем сегодня говорить о состоянии образования в Абхазии в целом, и высшего, и среднего образования. А главное о том, насколько качественное образование доступно для всех жителей нашей страны. Давайте вопрос вообще, беседу нашу начнем с того, какой вы видите нашу систему, вот в целом. Важно то, как относятся и народ, и власти к понятию вообще образовательный процесс. Потому что система образования, она всегда должна отвечать интересам, задачам этого государства. Поэтому, если посмотреть так глобально, во многих городах даже, не странах, а в городах есть своя система образования. То есть это говорит о том, что система образования должна отвечать на вызовы, которые ставит то или иное хозяйство, да, я не знаю, уклад жизненный. Поэтому очень важно знать вот какие-то мировые примеры, но в первую очередь в приоритете должно быть твое понимание, твое желание, твой вопрос, да, к этому образованию. Каким образование должно быть? Какого специалиста среднего, высшего уровня мы хотим получить для того, чтобы нужды нашего государства нашли вот ответ на это. Поэтому говорить сегодня, какая система образования в Абхазии, очень сложно, потому что это вот стык времен, да, распад Советского Союза, а мы жили в Советском Союзе и шли, естественно, функционировали в образовательной системе Советского Союза. Это была хорошая система, нельзя говорить плохая или хорошая. Я бы вообще не стала делать оценочные какие-то вещи, потому что эта система отвечала на запрос социалистического строя, да, на запрос, который то время выдвигала. И, в принципе, отвечала на это. Даже если вот взять, например, английский язык, вот на примере английского языка. А задача была научить ребенка читать, писать, переводить. Но не было разговорного английского, потому что не было такой потребности. А сегодня, когда мир открыт, ну, современная ситуация, я надеюсь, она тоже изменится когда-нибудь, и санкции уйдут, и мир опять будет открыт для любого человека, то тогда, естественно, выдвигается другая потребность. Нужен для путешествия разговорный английский, для чего-то еще, для обучения, да? Поэтому сегодня абхазская система образования отвечает, может быть, не на все нужды и вопросы, которые есть у нас в стране. Насколько мне известно, в Министерстве образования есть это понимание. Если говорить о том ступенчатости образования, да, то мы идем классически, дошкольное образование, начальное, школьное, среднее, профессионально-техническое и высшее образование. А вот тут как бы система, которая себя оправдала. Да? Но если брать какие-то европейские примеры, там есть другая форма, другая ступенчатость. Или американская система образования, которая считается одной из лучших, в чем-то нет. То там тоже своя. В Америке вообще интересный такой пример. Даже какой-то штат может свою систему образования внедрить. Есть запрос, есть на него ответ. Какой запрос сегодня у абхазского образования? Тоже понятно. Да? Мы хотим выпустить человека, ученика, который становится гражданином, который обладает определенной суммой знаний и который может эти знания применить. Вот здесь немножко, с моей точки зрения, есть сложности, потому что мы идем по
той старой системе образования, да, по программам, которые предлагала та система образования, которая больше сводилась к сумме знаний. А сегодня жизнь требует другого подхода. Ты должен эти знания, ребенок, человек, он должен эти знания потом применять с пользой для себя, с пользой для своего дела, а, естественно, тогда с пользой для того государства, в котором он работает. Вот тут нужно, конечно, очень серьезно реформировать наше образование. В России сейчас всерьез заговорили об отказе от болонской системы, то есть европейской системы образования. Она пришла на смену классической советской системе примерно 20 лет. Да? И Абхазия тоже частично уже перешла на болонскую систему. Вот нам в этой ситуации, как вы думаете, нам нужен свой какой-то собственный путь развития образования? Ну, если говорить о болонской системе образования, мы, как непризнанная страна, конечно, не могли включиться самостоятельно в болонскую систему. Мы включились через российский вуз, через МГУ в основном, потому что у нас есть соглашение. Ну, Олег Алексеевич, наверное, об этом лучше вам расскажет. Но эта система, этот болонский процесс, он позволял нашим студентам обучаться в западных, в европейских, только в европейских вузах. И не обязательно весь курс проходить. Болонская система, она была вообще и есть. Она направлена на потребности студента самого. Ну, там, вы знаете, сейчас принято ее ругать, но там были тоже свои плюсы. Конечно, как в любой системе свои плюсы и свои минусы. То есть перед тобой открывался путь в европейский вуз. Ты мог какой-то курс один для себя выбрать. В принципе, в чем ее преимущество? То, что даже если ты год проучился в какой-то другой стране, в своем вузе ты не теряешь этот год. Ну, это очень сложная такая система баллов, кредитов, так называемых. Но, во всяком случае, они открывали перед ищущим, мыслящим студентам очень большие возможности. Включая болонский процесс, мы, Абхазия, сделали очень такой разумный подход был. Сохранили специалитет в чем-то, вот в гуманитарных, да, предметах, а в технических пришли к этой болонской системе. И это было очень разумно, и я бы сказала, что надо бы это сохранить. Но главное все-таки, для чего эта система в России внедряли, один из аргументов – это борьба с коррупцией. Это дать возможность талантливым студентам из глубинки, из провинции поступить в лучшие вузы, там, столицы, к примеру. Но там есть и ЕГЭ, да, единый экзамен. А в Абхазии этого нет. Получается, что как бы вот эта главная задача, она не была реализована. Россия пока точно не отказалась, они пока думают, что, да. ну, скорее всего, мы уже отказались, да, получается? Нет, мы тоже пока. Мы просто думаем, какой путь нам выбрать. Гармоничное развитие общества, человека. Вот это главная наша задача. А как, чем это будет наполнено, если это очень важно для нас, да, сегодня? Почему мы должны закрыть путь для обучения в тех или... Почему мы должны лишить наших молодых людей выбора? В болонской системе студент может сам себе программу, да, планировать. Мне это надо, а это не очень. Здесь я могу столько часов, здесь я могу этот курс вообще пройти в каком-то другом, может быть, месте. То есть, если ты не идешь вот так шаблонно, а думаешь о своей будущей профессии, то ты, молодой человек, имеешь вот такие возможности в рамках болонского процесса. Но, с другой стороны, как вы думаете, много таких студентов, которые уже на первом курсе знают, чего они хотят? Я сейчас вспоминаю свой первый курс. Я себе с трудом представляла, что я там через 5 лет буду какими именно темами. Вот здесь я бы не стала обвинять абитуриентов и студентов, потому что они выходят из школы, да? А школа, еще раз повторяю, наша сегодня абхазская школа, она еще не переориентировалась на вот эти современные возможности, да? Поэтому куда тебя родитель направит, или там кто-то еще тебе подскажет, родственники, вот это хорошо, потому у нас переизбыток юристов и экономистов, а у нас сегодня в обществе запрос на простые элементарные профессии, на электрика, на сантехника. Поэтому и
средняя школа Абхазии и средняя профессионально-техническая, у нас сохранились еще этот слой, да, образовательный, они должны сегодня уже четко понимать, чего мы хотим на выходе, еще раз повторяю, иметь. Они должны готовить специалиста, практика. Если мы сегодня спросим нашего старшеклассника, чем ты хочешь заниматься в этой жизни, то, наверное, 60-70% мы получим ответ «не знаю». Опять-таки, потому что образовательная система, ну не система, скажем так, программы нашего образования не направлены на то, чтобы у ученика выработался свой собственный взгляд. Вот сегодня уже в некоторых школах, я знаю, есть передовые такие учителя, которые понимают, даже на начальном уровне, понимает, и ребенок уже начинает, там они внедряют проектное мышление. Когда ребенок понимает, вот отсюда до сюда он должен вот это сделать и получить на выходе вот это. Не просто зазубрить что-то, а проанализировать, да, и понять, а почему. Ребенку надо в руки дать инструментарий. Это мое твердое убеждение. Еще давно, я помню, прочитала в детстве про Паганини, и отец, которому, если бы он не дал ему в руки скрипку, не был бы Паганини, и не было бы многих других. То есть дай ему попробовать. Да, это, конечно, стоит денег. Да, конечно. Вот Сухумский дом юношества с ЮНИСЕФ в партнерстве уже 5 лет, даже уже 6 получается, 6-й год, ведет очень хороший проект. В 18 школах Абхазии мы, помимо там других каких-то предметов, естественные науки. Школы получили мини-лаборатории по физике, по химии, по биологии, по экологии. Это очень дорогое оборудование. И спасибо ЮНИСЕФу, да, за это. И дети уже вот не видели скелет, что такое не видели в школах, как изучать вот это. То есть им дается теоретические знания, спасибо нашим учителям, они дают хорошие учителя, есть в Абхазии, на самом деле. Мы работаем с ними, мы видим. Но этим учителям тоже в руки надо дать что-то, надо инструментарий дать. Поэтому отказываться от каких-то таких проектов, помощи, которые они, международные НПО, например, оказывают нам, это, наверное, не очень разумно. Но тут помимо программы еще есть кадровая проблема. Вот вы говорите про учителей, которые могут донести, которые могут с этими программами работать, но тут у меня такой резонный вопрос. Где взять таких учителей? Ведь мы знаем, что наши вузы, педагогические факультеты, там часто без конкурса принимают на какие-то там... Физмат тоже. Такая да, практика опять-таки, почему тут вот этот вопрос выбора профессии, выбора своего будущего, вот тут возникает, ну, будешь ты там физмат, что ты сделаешь? Ты закончишь физмат, кем ты будешь в нашей стране? Учителем физики или математики, да? Сколько получает учитель? Мизер, зачем тебе это нужно? Родитель, да? Говорит, ребенок, ты должен вот хорошо зарабатывать, ты должен успешен быть. А где? Кто может сегодня в этой стране хорошо заработать? Опять-таки, если разумно посмотреть, то сантехник и электрик на самом деле, да, тяжелый труд, рабочий. Но тут возникает уже какая-то такая престижность образования, профессии, что-то такое. Я готова поспорить. Вы знаете, вот я знаю разных учителей. Я знаю прекрасных педагогов, которые зарабатывают неплохо, которые востребованы. К ним, чтобы просто позаниматься детям, не попасть. Там какая-то очередь существует. Престижно же в их случае? Совершенно верно. Это единичный, можно так сказать, случай. И что, например, меня тоже очень настораживает, хороший учитель, на него идут в 1 класс 40 детей. Я сама работала педагогом в школе, и я знаю, что это такое, да, я могу сравнивать. Каким бы ты ни был учителем, не знаю, 7 пядей во лбу, 40 детей в 1 классе – это нонсенс. Это неправильно, потому что есть понятие индивидуального подхода. Да? Если идти по пути в образовательной системе на то, что успешные садятся вот в этот класс, неуспешные вот в этот, и, соответственно, с ними по-разному надо заниматься. Это да? правильно вы считаете вообще такое деление? Деление неправильно с точки зрения дискриминации, да? Права ребенка на образование, которое закреплено у нас в Конституции. Но
тут надо опять-таки очень разумно подходить. Но тогда страдает этот успешный ученик, сильный, который... Но это же можно как-то, еще раз повторяю, гармонизировать, да? Можно как-то... Есть в Чехии, например, такой пример. Я видела, когда вот в классе вместе с учителем работает ассистент. И учитель, не теряя вот этот уровень своего преподавания, направленного на хорошего ученика, он не теряет время на то, что помогает этому ученику, слабому ученику. Для этого есть ассистент. Мы же говорим о том, что обыкновенная школьная сегодня программа не усваивается всеми детьми одинаково. И она не заниженная, как бы. Она рассчитана на средний уровень, предположим. Почему идут родители и тратят такие большие, платят деньги за репетиторство? Потому что школа не дает достаточно знаний? Или от того, что нет условий для того, чтобы эти знания работали на все 100%? Парадокс заключается в том, что хороший учитель, он хороший учитель в классе тоже, но к нему потом приходят, к этому же учителю приходят на репетиторство, да? И парадокс в том, что он те же знания, которые дает, он же не может выше головы прыгнуть. Но тут индивидуально. Он больше внимания уделяет этому одному ученику, 2-3, если, предположим, сидят у него, чем 40 учеников в классе. То есть сейчас что получается? У нас система так устроена, школьное образование бесплатное, как бы. Да. Вот я сразу говорю, как бы, потому что мало сейчас детей, которые могут благодаря школьной программе закончить школу и поступить самостоятельно в университет. Вот про доступ к образованию, если говорить, все-таки без денег сейчас качественное образование получить у нас возможно? Вот опять тут я могу поспорить. Опять-таки зависит от мотивации. Он же ходит на репетиторство, да, и он же тратит время на это. Может быть, стоит подумать и о домашнем образовании. То есть есть какие-то мировые примеры на самом деле, которые работают сегодня. Но была такая практика, в старших классах уходили в вечерние школы, да, где не так много, может быть, и днем ребенок занимался по-другому. Тоже неплохо. Тоже, опять-таки, это запрос, и это ответ на этот запрос. То есть мы должны в нашей образовательной системе посмотреть и рассмотреть все варианты, все возможности. Зачем ограничивать? Если я хочу дать моему ребенку домашнее образование, может быть, потому что, как это было в западных странах, они хотели, например, некоторые родители считали, что недостаточный уровень, да, для их ребенка. Или наоборот, слишком много, потому что он не успевает, может быть, физически этот ребенок не готов к такой нагрузке. Или я хотела, например, своего ребенка уберечь от влияния наркотиков, да, или чего-то еще, какого-то влияния, то я выбираю домашнее образование. Какое это домашнее образование? Я сам образовываю своего ребенка, если я достаточно образован. Или я учителей приглашаю, нанимать. То есть опять, я еще раз говорю, нет панацеи какой-то определенной. Надо рассматривать все варианты. Вот вы говорите, что классы большие. Да, они везде сейчас в основном в городских школах. В сельских школах остались дети, которых не смогли увести. В некоторых сельских школах не преподают географию, математику где-то. Тогда какое образование мы хотим, чтобы у этих детей было? Те, кто хотят, они в город, а в городе большие классы. То есть вы говорите, что учитель не может даже при желании, даже суперпрофессиональный учитель дать... Он-то дает, но воспринимает ли этот ребенок? Как надо поработать со всеми, конечно, не получается. Тогда без денег сейчас... Получить нормальное школьное образование и поступить в университет невозможно. Хочется вспомнить дедушку Ломоносова. Давайте. Который без денег, без ничего заходил. Мотивация. Если я хочу учиться, я знаю таких сельских ребят, которые хотят учиться на самом деле в силу разной мотивации. Может быть, это даже какие-то амбиции, предположим, здоровые амбиции – это всегда хорошо, да? Без амбиций это очень сложно чего-то добиться в этой жизни. И они из кожи вон лезут и осваивают
ну, не хочу слова минимум, тот необходимый уровень знаний, который все-таки дает учитель. А если этого учителя физики нет, а ему нужна эта физика будет при поступлении, если он выбрал какой-то путь, да, то тут, конечно, уже надо помочь этому ребенку. Но, с другой стороны, все-таки я считаю, что 80% успеха в получении знаний – это работа самого ученика. Надо научить ребенка любить учиться, потому что сегодня весь мир уже перешел на long life study, на то, что ты обучаешься всю жизнь, да? И тут как раз встает вопрос о том, учитель, он тоже должен постоянно учиться. Значит, должны быть курсы повышения квалификации, но не формальные. Формально у нас в стране есть все. Когда учитель приходит с этих методов объединения, да простят меня некоторые руководители, говорят: боже, я напрасно потратил время, я бы лучше за это время самообразовался. Давайте дадим учителю такую возможность тоже, но будем его проверять тоже, потому что всегда есть система контроля. В этой стране, мне кажется, очень важно еще, чтобы между школой и родителями был очень хороший такой контакт, но не контакт, который уходит в упреки, да, а вот взаимодействие, взаимопонимание. Но это очень сложно. Я понимаю, что очень сложно говорить родителю, что ваш ребенок... Мы же что говорят учителя? Он плохо себя ведет на уроке, он нет. А почему он плохо себя ведет на уроке? Вот тут должен уже работать психолог. Психолог, и он должен быть семейный психолог. Он должен работать не только с учеником, а и с родителями тоже. Новые сегодняшние современные методики, они предполагают, что учитель и ученик – партнеры. Не наверху учитель, внизу ученик, да, это уже неравноправие, которое не дает хорошего результата. А когда вы совместно работаете, вы партнеры, а вы спросите, через что? Опять-таки через эти новые инструментарии педагогического образования, обучения. А по поводу системы поощрения, системы поощрения, да, оценки, как вы к этой системе относитесь? Обидно, когда натягивают, да, там двоечнику, троечнику, ну, четверочку, там он хочет получить тройку. А какой-то ученик, он эту четверку заработал. Ну, это как бы вопрос к совести учителя, к его профессионализму тоже в плане как педагога. Дети, они очень четко, очень точно чувствуют несправедливость. Это однозначно. Это надо искоренять. Просто искоренять. Учитель тоже загнан в ужасные рамки. Особенно сейчас, я знаю, очень много писанины, очень много отчетности. И она формальна. Давайте дадим учителю какие-то новые возможности. При этом, да, учитель тоже человек, он тоже может быть, особенно сельский учитель. Я преклоняюсь перед этими учителями, когда у тебя дома еще хозяйство, да, еще надо накормить семью, еще надо там за скотиной поухаживать, и еще, а где время для самообразования? Ну, это все можно регламентировать и как-то вот разумно подойти к этому всему. Нужно завышать, стимулировать детей. Наоборот, иногда пожестче, чтобы ребенка где-то самолюбие, что ли, там задело, какие-то амбиции проснулись. В смысле оценка? Да. Нужно ли завышать или наоборот, вот то, что заслужила, ты постарайся, чтобы потом у тебя было лучше. Это очень серьезный и в основном психологический вопрос. Да? Вот если с детства ребенка не хвалить, но не перехваливать, а поощрять за какие-то его хорошие поступки, надо не ругать ребенка, если он что-то плохое сделал, а надо ругать его поступок. Потому что если ты ругаешь ребенка, ты занижаешь его самооценку, ты уничтожаешь этого человека вот, на корню. Но когда он будет понимать, что он неплохой человек, а он совершил плохой поступок, вот тут будет, конечно, успех. И поэтому оценка, она нужна, конечно. Но опять-таки надо обучать и учителей, и родителей к тому, как правильно оценивать. Ты дебил, ты там нехороший. Я не знаю, если такие учителя есть еще, которые употребляют. В мое время были такие учителя. Есть. Ну, есть их много. Нет, нельзя. Не дебил он. Он просто неправильно выполнил задание. Вопросов много, Нала.
Надо решать их, надо думать. И я знаю, что сейчас есть группа рабочая, которая в Министерстве образования работает над законом. И я очень надеюсь, я знаю, там такие хорошие люди собрались, профессионалы. И если у нас будет хороший закон, у нас будет нормальная оплата, если у нас будут нормальные помещения, где ребенок должен обучаться, да, и вот эта связь родителей со школой, как взаимопонимание, как взаимопомощь, а не критически только вы не умеете, вы не знаете, вы не хотите, вы там это, тогда у нас получится. Аида Георгиевна, спасибо. Благодарю за интервью. Спасибо, если чем-то смогла помочь. Я тоже буду рада.